диорама-макет. Здесь вот представлено жилище в эпоху бронзы, как они выглядели. Также перед вами реконструкция женщины в одежде эпохи бронзы. Переезд музея истории Алма-Аты готовился больше года. Открывались запасники, подбирались экспонаты, формировались музейные залы по тематике. В итоге вниманию посетителей представлены 11 залов от бронзового века до современности. Мы должны показать вот историю Алматы. Они должны любить этот город. Не только ученики, студенты есть у нас, разные социальные группы, взрослые население, приезжие, допустим, иностранцы. Мы сейчас готовим на каждый слой населения свою программу, и чтобы когда они приходили, они свое находили каждый. Первые залы экспозиции привлекают внимание реконструкциями на основе раскопок древних городищ Алматы и Талгара. Посетитель может ознакомиться с особенностями быта средневекового жителя. Улицы средневековых городов были выстелены булыжником, камнями, и под ними находились вот такие вот водопровод, скажем так. Он из чего? Он из керамики. Отдельное место в музее занимают серебряные монеты, найденные в верхней части Алма-Аты. Это одно из основных доказательств археологов. Еще в 13 веке на этом месте существовал город с названием Алмату или Алматы. В 2016 году Алма-Ата отмечает свое тысячелетие. Эта дата внесена в календарь ЮНЕСКО, и переезд музея города как раз и был приурочен к празднованию. На ней на древнем чагатайском языке написано «Балат Алмату», то есть чеканились в Алмате, и год 864. То есть, если это переводить на современное летоисчисление, то это 1287-1288 год. Следующие залы музея посвящены советскому периоду Алма-Аты. Здесь хранятся личные вещи почетных жителей города Верный. Отражен перенос столицы из Кызылорды, строительство Туркестано-Сибирской железной магистрали. Тут же стенд, напоминающий о том, что в годы войны Алма-Ата была кинематографической столицей Союза. Ну и, конечно же, Алма-Ата – это горы. Отдельная экспозиция посвящена вершинам и пикам Заилийского Алатау, а также их покорителям, альпинистам, среди которых некоторые выделены особо. Президентом множество покоренных вершин. Одна из них пик Комсомола, на который он забрался в 1995 году, поднявшись на 4376 метров. С 1998 года этот пик был переименован как пик Нур-Султан. Президенту и правящей партии посвящен отдельный зал современной истории Алма-Аты. С помощью информационных киосков любой желающий может ознакомиться с биографией главы государства, доктриной партии Нур-Отан или вспомнить важные решения, принятые в Алма-Ате. Само здание музея требует отдельного внимания. Этот памятник архитектуры построен Полем Гурде, как Верненский детский приют в 1892 году. В разные времена в нем размещались Центр избирком, Совет народных комиссаров, Госплан. Теперь здание передано музею Алма-Аты, и его двери открыты для посетителей 6 дней в неделю. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время.